Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему, что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас. И использовать я буду целых 4 колоды. Поэтому мы сейчас последние 3 колоды откладываем в сторону и будем выкладывать на Таро 4 позиции. Итак, Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я напоминаю, что у нас есть еще 2 канала. Это школа Таро Альвиен и канал гадания, заговоры, ритуалы Карина. Подписывайтесь на все. А также вы можете обратиться ко мне за индивидуальными раскладами, консультациями, ритуалами. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены, и мы с вами обязательно поработаем. Итак, вот первая позиция, вот такой ключик у нас. Вторая позиция, вот такой ключик. Так, третья позиция, вот такой ключик. И четвертая позиция, вот такой. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции, а эти позиции пока отставляем в сторону. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Мы будем смотреть. И наш ключик, вот этот первый, давайте его вот сюда, вот так вот уберем. И первая карта, это у нас Верховная Жрица. У нее даже гранат в руке, в руках, как в классической колоде, да, гранатовый фон, а здесь гранат поместили в руки. Ну, Верховная Жрица, она означает на самом деле, что высшие силы хотят, чтобы вы развивали свои какие-то способности, чтобы вы что-то углубленно в скором времени изучали. По сути, это карта раскрытия себя как личности. И она всегда показывает, что человек, скрывает в себе множество каких-то даров и талантов. Он еще не на полную катушку эти таланты раскрыл. Он еще не показал миру, какой он на самом деле, он не выразил себя полностью. Он хранит тайну. По сути, жрица, да, она очень связана с тайнами. Она часто показывает, что вы должны о чем-то молчать. Высшие силы за то, чтобы вы молчали, чтобы вы никому не рассказали какую-то тайну, которую вы храните внутри себя. А вот самовыразиться нужно обязательно. Если у вас есть талант, дар, интуиция, обязательно это нужно явить миру и сделать что-то для людей. Хорошо, смотрим дальше. Что вам еще хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Мы здесь видим 5 жезлов. 5 жезлов, здесь, видите, такие змеи, да? Карта показывает, что у вас есть конкуренты, или соперники, соперницы, враги. Или люди, которые хотят с вами соревноваться в чем-то. И вам нужно обратить на это внимание, что да, у вас скрыты таланты, но часть этих талантов или часть каких-то ваших даров вы уже в жизни все равно выразили. И это вызывает у окружающих резонанс. То есть, первое, они чувствуют, что вы все-таки очень много чего можете, хоть и есть еще много чего, да, внутри, а с другой стороны они хотят с вами посоревноваться. И получается так, что с одной стороны вы вызываете в людях симпатию, а с другой стороны они являют вас в своей голове как стимул к развитию, да, и, естественно, начинают с вами в чем-то соревноваться, соперничать. И вам нужно обратить внимание, что вы, да, конкурентоспособны, но сейчас такой период у вас в жизни, что они пытаются вас одолеть. И вам нельзя давать слабину, а нужно отбрыкиваться всячески. И вот поэтому и нужно активировать еще какие-то свои таланты, да. Ну, а также на вас могут нападать из-за какой-то тайны, которую вы храните, и пытаться ее выведать, конечно же. Дальше мы видим с вами карту
двойка же, да? Двойка пентаклей получается. Тут немножечко, видите, 3 художницы же рисовали, или 4 даже, эту колоду. И тут немножечко иногда непонятно, какая карта, потому что каждая художница изобразила масти по-своему. Увидела палки, это двойка жезлов. Только я их сначала не заметила. Видите, какие они маленькие здесь. Смотрите, карта показывает клетку, да, в которой сидит девушка, а птички, они вне этой клетки. То есть идет ситуация, когда вы чем-то ограничены, когда у вас есть некоторая жизненная пассивность. И вы получаете новости, вы собираете информацию, высшие силы это видят, но при этом идет вот такая ситуация, что вы пока не совсем действуете, а действовать надо. Тут это очень хорошо видно, что вам нельзя запирать свою энергию. Вам нужно как раз-таки много делать сейчас, чтобы ваши конкуренты ни в чем вас не обошли. Вам нужно как раз-таки много сил применять к тому, чтобы идти в ногу со временем. Если вы в каком-то бизнесе заняты, идите и узнавайте, какие тренды сейчас в моде, что сейчас лучше использовать и так далее. Потому что если вы будете пассивны и дальше, если вы будете просто собирать информацию, но не действовать, к сожалению, это пойдет вам во вред. Высшие силы вас предупреждают, будьте более активны в жизни. И вы больше заработаете, естественно. Так, хорошо, смотрим теперь следующую колоду, следующий оракул. Так, мы здесь видим вилку с петрушкой, да? Вроде как кажется ерунда, но на самом деле эта карта четко показывает, что вам нужно сейчас в жизни обратить внимание, да, на то, что вы живете, на то, что вы дышите полной грудью, на то, что есть аспекты, которым вы можете порадоваться. И эту радость иногда вы просто не замечаете. То есть вы счастливый человек, который имеет все для того, чтобы быть счастливым. Но вы не хотите этого видеть и замечать. И, естественно, эта карта, она четко вам показала, что энергия жизни присутствует в вас, она бьет ключом. Просто нужно ее использовать, да, нужно действовать в жизни и работать над собой, над своей внешностью, над своим имиджем, больше читать, больше развиваться и общаться с людьми. Не замыкайтесь в себе. Смотрим дальше. Мы здесь видим, шоколад, да. Карта четко показывает, что скоро в вашей жизни наступит какой-то праздник, радостное событие, или вы получите презент, подарок. И высшие силы говорят, что прими этот подарок с радостью, не куксись, если даже подарок чем-то тебе не очень понравится, допустим, если вы женщина, подарок от мужчины, да, кажется, что он должен подарить там что-то богаче, лучше, больше, и начинается там, вместо того, чтобы обрадоваться искренне этому подарку, начинается иногда, как будто бы хочешь сказать ему, да нет, мне вот не это нужно было, а нужно принять искренне этот подарок. И, может быть, это не от мужчины, там, от близкого человека, от мамы, от папы. Иногда бабушки дарят какие-то неказистые, как казалось бы, подарки. И вам нужно принять с радостью. Высшие силы вас об этом предупреждают, что примите с радостью, какие подарки вам бы не дарили там, для взрослых уже более людей. Дочь, сын может подарить, да. Иногда дети еще маленькие могут что-то просто нарисовать, но вам нужно понять, что это искренне. Человек от всей души пытается что-то сделать для вас. И вам нужно это принимать не с постной миной, да, как говорят, а именно от души обнять и сказать спасибо большое, искренне. И настроиться на это, что да, вам могут что-то подарить. Пусть это не очень дорогое. Хорошо. Смотрим следующий оракул. Здесь мы видим все-таки церемонию. И не зря. То есть у вас идет какая-то традиция, что-то, какой-то праздник или как, в жизни нужно организовать. И организовать все по правилам, по традиции. Или почитать духов по традиции. То есть устройте эту церемонию, сделайте все правильно.
Поклонитесь Богу, поклонитесь духам, принесите жертву, сделайте подаяние в церкви. И высшие силы, они вас вознаградят за это, то есть ничего не переживайте, не бойтесь, так и нужно, что иногда мы или делаем благотворительность, или делаем какую-то церемонию для духов, для Бога, для ангелов, или, ну, смотря кому вы поклоняетесь. Какие-то жизненные ритуалы, праздники мы проводим, и это все как бы наша культура, наш культ, да, жизненный, и передается по роду, чаще всего по наследству. Вам это все нужно соблюдать. Хорошо, смотрим аффирмацию для вас. Какая аффирмация на сегодняшний день вам больше всего подходит? Я знаю, что в мире есть моя вторая половинка. Я обязательно ее встречу. Ну, для тех, кто считает, что он встретил свою вторую половинку, можно даже применить аффирмацию немножко измененную, да? Я гармоничен или гармонична со своей второй половинкой. То есть вся суть здесь в том, что у вас есть поддержка. Или будет в скором времени. И повторяйте аффирмацию по поводу того, кто вас поддерживает. Да, это ваша вторая половинка. И, соответственно, вы либо встретите вашу вторую половинку, либо наладите с ней контакт и связь. Ну, вот такая позиция номер 1. Такая вот позиция. А мы переходим к позиции номер 2. Наш такой второй ключик. Вот сюда его кладем. Ну, вот так можно. Так. Чтобы не мешал, да? Итак, первая карта. Умеренность. Умеренность – это карта некоторого затишья, да? То есть, когда человек общается с высшими силами, с ангелами, он находится в молитве, он сидит в тишине, он пытается собрать мысли в кучку, разобраться в себе. Вот затишье, да, затишье. И высшие силы, они считают, что иногда нужно брать паузу для того, чтобы пойти собрать энергию, да, и пойти потом вперед с новыми силами. Это первое. И второе, вот видите, здесь идет общение с духами, да, ну, как с духами рода, я это так вижу. И высшие силы говорят, что да, духи рода общаются с вами. Они передают вам информацию, что скоро придется очень много в жизни действовать. А сейчас идет момент, ну, какой-то паузы, небольшой паузы, передышки, затишья. Также карта показывает, что духи рода направляют вас в сторону исцеления. Исцеления тела или исцеления души. То есть не просто так все, да. И вы сейчас наиболее восприимчивы к духам. Вы наиболее можете, ну, проще для вас взять информацию из тонкого мира. И для вас не составит труда понять, что вам хотят сказать конкретные духи и что вам хотят передать ангелы. То есть просто если вы сядете в медитацию, погрузитесь туда, да, и вы сразу поймете, что вам хотят передать именно лично. Ну, то есть не через карты, не через видео, а лично. Хорошо, смотрим дальше, что еще вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас. Так, мы здесь видим карту сила. Сила, вы набираете сил, энергии. Сила – это карта и приручения. Да? Давайте все-таки про энергию сначала поговорим. Вы становитесь более сильным человеком, у вас прибавляется мощь, у вас прибавляется, может быть, даже как бы здоровье. Да? Карта говорит о том, что сила для чего нужна? Для того, чтобы работать, для того, чтобы что-то созидать, делать в жизни. Может быть, прорваться сквозь какие-то трудности и приручить, ну, здесь у нас кто, бык, да, приручить быка или дракона, кто уж это, дракон, может быть, наверное, да, дракон все-таки. И, конечно же, кто такой дракон? Дракон – это наши инстинкты и обстоятельства, которые против. Вы можете быть гармоничны с миром, то есть если вы не сопротивляетесь, а старайтесь понять, для чего какая бы то ни была трудность пришла в вашу жизнь. Иногда трудности приходят сразу же с пониманием того, для чего она, а иногда нужно разобраться. Иногда нужно понять, что это хотят сказать высшие силы через эту трудность, что они хотят дать мне, какой урок, чтобы я понимал или понимала и мог двигаться дальше или двигалась там. И, конечно, если вы это понимаете, если вы включаете осознанность, любая трудность уже воспринимается совершенно иначе, не так.
И, соответственно, силы становятся все больше и больше. А раз силы больше, значит и вы больше. Вы можете оказывать на этот мир большее влияние. Вы можете уже и создавать и бизнес, и делать большие деньги и так далее. То есть деньги идут к кому? Кто является сильным мира сего и кто взял под контроль свои инстинкты, является не таким импульсивным человеком, как раньше. Про человека или окружающих. Смотрите, высшие силы четко сказали, вы можете кого-то приручить. Того, кто раньше не был приручаем вами или кого вы приручали очень долгое время. Настал тот момент, когда человек становится близок к вам, более ближе и склоняется к тому, чтобы быть прирученным. И, естественно, укрепление связи идет, поэтому ничего не бойтесь, а просто с добротой со всей, с душевной общайтесь дальше. Если у человека нет душевной доброты, он никого приручить не сможет. Он сможет только поработить, да? Так, смотрим дальше. У нас тут 9 жезлов. 9 жезлов – это кот. Кот или рысь, или, ну, все-таки тут больше на кота похоже, который затаился и среди ночи охотится, да? Высшие силы говорят, что будьте бдительны, наблюдайте, и все-таки это некий хищник, который видит в темноте. Вот вам нужно иметь способность видеть сквозь тьму, то есть понимать, что даже если у окружающих есть какие-то недостатки, вы видите их душу насквозь, и это прекрасно. Вот. И также, естественно, умейте затаиться, быть ласковым котом, который вовремя выпускает коготки. И, соответственно, карта еще и показывает, что скоро вам придется применить шарм, обаяние и свою романтичность, чтобы в жизни большего добиваться. Ну, естественно, люди любят кого-то, у кого есть обаяние и харизма, да, и также какой-то лоск, вот такой внешний лоск. У котов есть внешний лоск, они очень привлекательны. Вот скоро вам нужно включить свою привлекательность. Хорошо, смотрим дальше, что карта еще скажет вам. Так, ну, карта здесь четко показывает, что идет ситуация, может быть, какого-то ухода, перехода. С грустью мы оставляем свое прошлое, но нужно двигаться дальше. То есть прошлое у вас остается позади, и вам все меньше и меньше придется погружаться в обратную сторону. Научитесь смотреть вперед только с оптимизмом. Вера в будущее – это важно. Если вы не будете верить в будущее, как же вы пойдете? У вас идет переход, может быть, на другую работу, может быть, идет ситуация перехода в другие отношения или переезда. Поэтому обязательно учтите этот момент, что прошлое должно оставаться в прошлом. Хорошо. Перчики. Но перчики, конечно, показывают, что будет что-то жгучее, какая-то жгучая ситуация. Иногда она показывает гнев, да, ведро с перчиками, гнев может показывать. Иногда показывает страсть. Но огонь будет гореть внутри, будет сжечь. И я надеюсь, что это все-таки любовные чувства, страсти, которые вы возьмете под контроль. Потому что если это гнев, то может, знаете, как перепалка быть какая-то, и будет сжечь изнутри вот эта ситуация. Однако, иногда это большая любовь. То есть вы можете делать переход, и вас ждет там большая любовь, которая так просто не погаснет, она будет сжечь. И, естественно, эта любовная история развернется на какое-то длительное время. Хорошо, смотрим дальше. Что еще хотят сказать высшие силы? Ветер. Ну, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, да? Вам придется активироваться, и вместе с ветром куда-то вас унесет. Может быть, это полет. Может быть, ветер дует в сторону того, чтобы вы вместе с самолетом куда-то улетели, да? А может быть такое, что просто нужно по воле ветра лететь вместе с ветром. Ветер несет вам новости, и вы меняетесь, и жизнь меняется, да? И именно не против ветра нужно идти, а вместе с ветром уноситься туда, куда он вас несет. Хорошо, давайте посмотрим теперь аффирмацию для вас. Ну, тут интересные очень карты по второй позиции. Аффирмация. Я нравлюсь себе, а значит и другим.
Я свободна и привлекательна. Ну, мужчины, переворачивайте, да? Я нравлюсь себе, значит, другим. Я свободен и привлекателен. Вот привлекательность вам нужна действительно. И свобода, ну, видимо, тоже. И нравиться себе нужно, потому что как вы можете понравиться другим, если вы не нравитесь себе? Соответственно, они будут все равно чувствовать подвох некий. Поэтому обязательно нравьтесь себе и работайте над своим образом. Ну, вот такая позиция. Номер два. А мы идем к позиции номер 3. Что хотят вам сказать высшие силы прямо сейчас? Наш третий ключик. Все время вот цифры путаю, но утро ранее. Что тут скажешь? Хорошо. Карта влюбленная. Что вам хотят сказать высшие силы? Что у вас есть вторая половинка на Земле сейчас и в одно время живущая с вами. Карта говорит о том, что вы либо скоро встретите вашу вторую половинку, у вас будет большая любовь, романтические отношения, свидания. И вот это вот невероятное переживание внутреннее, да, такая красная карта в красных тонах, которая говорит именно о любви, о том, что вы вместе с кем-то. Ну, либо вы со своей второй половинкой помиритесь, объединитесь, будете что-то праздновать, будете устраивать себе романтические встречи, свидания, будут подарки, будет внимание, комплименты, интимные отношения. И, конечно, это пора любви, пора счастья в жизни. Здесь как-то карта влюбленная даже не намекает на деятельность, но для тех, кого личная жизнь вообще не интересует, конечно, это деятельность по сердцу. То есть, когда ты в танце в унисон со своей деятельностью идешь, да, и может быть, это какое-то партнерство деловое, но очень важное для вас. Когда ты человека чувствуешь как партнера или партнершу и стараешься с ним вести бизнес, очень гармонично. И вам интересно вместе, вы делаете то, что нравится в жизни, да? Хорошо, смотрим дальше. Ну, здесь мы видим с вами все-таки туз кубков, который показывает такой праздник, радость, счастье, маскарад, даже маскарад. И всего в изобилии, всего через край. То есть высшие силы намекают, что скоро у вас будет всего в изобилии, да? Будет много радости, счастья, праздника, любви и признаний в любви, может быть, там обнимашек, целовашек, вот этих всех писем ночных. Ну и вот сам по себе праздник здесь показан, да? То есть праздник-маскарад, где люди веселятся, они выпивают, может быть, да? И им очень хорошо. Вот именно слово «хорошо» здесь самое важное. И, конечно же, высшие силы говорят, радуйся от души. То есть у тебя будет вторая половинка или кто-то рядом поддерживающий, да? И праздник, то есть радуйся от души, у тебя всего будет в изобилии. Хорошо. Смотрим следующую карту. Ну, мы здесь видим туз мечей. Вот смотрите, у вас 2 туза выпало. Это тоже хороший знак, между прочим, в раскладе. Он говорит о начале новой жизни. И вот мы видим здесь туз мечей. Мышь стоит на нашем мече, да, на рукоятке. И она как победительница выглядит. Это мышь в короне, можно сказать. Она чувствует свое превосходство. А рядом скелет. Вот скелет, он говорит о том, что даже большой кто-то, он не устоял перед маленькой мышью. Дело не в вашем размере, дело не в вашем объеме влияния в жизни. Высшие силы хотят, чтобы вы знали. Дело просто в том, что какой у вас дух. Сильный это дух или слабый дух. Если у вас будет сильный дух, вы всего в жизни добьетесь, несмотря на ваш размер. Женщина вы или мужчина, это не важно. Вам кажется, что вы как кто-то мелкий, мелкая сошка, кто не может иметь влияние, но это не так. Вы можете иметь влияние, вы можете добиться власти, вы можете добиться карьерного роста, прорыва в жизни или основать свой бизнес. Просто нужно поднять свой дух. Вы знаете, карта четко показывает это, четко, что ваш дух должен укрепляться, усиливаться, и высшие силы хотят этого, они хотят укрепить ваш дух. Как только вы укрепите ваш дух, вы добьетесь всего, что только можно, и будете властвовать, как эта маленькая мышка. Так, смотрим дальше. Ну вот видите, тоже здесь показывается женщина красивая, невероятная,
может быть в ритме танца, да, и вам нужно понять вот свою красоту, сексуальность, привлекательность, неважно, мужчина вы или женщина. Поймите, что вы красивы и вы хороши. В мире 7,5 миллиардов человек, и каждый хорош по-своему. И нет никого, кто повторял бы совершенно одинаково второго. То есть даже если это близнецы родились, они очень похожи, их иногда отличить не могут, но они все равно разные. Поэтому нет никаких стандартов красоты, нет никаких стандартов привлекательности. А есть вы. Есть вы индивидуально хороши. И лучше вас никого не может быть, потому что вы единственный экземпляр. Помните об этом. Конечно, карта намекает изучать танцы. Ну, это понятно, потому что иногда людям это нужно. Идти в такт с музыкой. Они, когда танцуют, развивают и осанку, и уменьшается вес, оздоравливается организм, нарушенное кровообращение восстанавливается, да? И через танец человек полностью может развиваться и чувствовать Вселенную, чувствовать ритмы Вселенной. Ну и также для мужчины какая-то скоро у вас появится дама, очень красивая, харизматичная, для вас по-своему интересная, которая уделит вам внимание. То есть у вас тут любовная тема прослеживается и дальше. Хорошо. Ну, здесь мы видим как бы водоем, да, водоем все-таки. Как бы утки, я так понимаю, озеро. И, конечно же, вам нужно больше общаться со стихией воды. Нужно смотреть на птиц, как они живут, как они гармоничны с природой. Ну, вода, стихия воды, это для вас. Почему? Потому что вода успокаивает. Вода, она может, конечно, быть бурной, может быть спокойной. Вот вам нужно смотреть на воду, вам нужно поехать к воде, к какому-то водоему, может быть, уточек покормить и расслабиться. Высшие силы этого хотят. Они говорят, побольше проводите время рядом с водоемами. Это очень важно. Хорошо, смотрим теперь следующий оракул. Что еще вам хотят сказать высшие силы? Так, ну мы здесь видим все-таки карму, да, карму. И карма это показывается почему? Потому что где-то вот есть земля, так скажем, которой, может быть, принадлежат ваши предки. Может быть, вот в вашем ДНК же туда показано, заложена какая-то программа, которая очень важна для вас, или наоборот, которая вам не нужна и которую нужно устранить. То есть вам с этим нужно работать, да, что обратитесь к земле, где лежат ваши предки или где зародились ваши предки, найдите, где эта земля, да, мысленно обратитесь к этой земле за советом, за каким-то и наставлением. То есть вам не обязательно ехать туда и прикасаться к земле. Иногда, кстати, люди носят с собой частичку этой земли или переезжают с ней. Но если у вас ничего такого нет, обратитесь мысленно. Сядьте в медитацию и спросите у земли, которая вас родила ваших предков, какой совет она вам хочет дать, и что принять или от чего избавиться по роду. И также просто обратитесь к себе и вспоминайте, что передается по наследству такое, что вам, наоборот, мешает или помогает. Если мешает, это нужно устранить мысленно. Представьте эту программу как черный шарик и растворите ее. Растворите с помощью молитвы, мантры или с помощью своей энергии. И представьте, что больше этой программы нет. Это очень важно. Та же программа, которая, как вы считаете, вам нужна, должна быть просто активирована. Ну, представьте, как вы ее активируете, как она разливается по всему телу. Хорошо, смотрим теперь аффирмацию для вас. Третья позиция. Мое тело легко и свободно. Мои руки дарят тепло. Мои глаза излучают свет и любовь. Интересная какая карта. Она показывает, насколько человек может быть гармоничен со Вселенной. Если вы каждый день будете это произносить, вы станете очень приятным, заботливым человеком, которого любят все, потому что глаза его излучают свет и любовь. Ну, вот такая позиция номер 3. А мы идем с вами дальше. Позиция номер 4. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Давайте смотреть. Иерофант.
Ну, иерофант показывает знания здесь, особенно знания, углубленное изучение знаний или применение знаний на практике, и также работу не за деньги, а именно для осуществления какой-то жизненной цели. То есть работа по сердцу, но как будто бы человек хочет не просто заработать, а именно делать то, что ему в жизни нравится, то, что ему предназначено судьбой. Более того, конечно, это консультация с каким-то очень важным человеком, с учителем, с специалистом каким-то очень важным, который вам предстоит. И высшие силы, они дают одобрение, что проконсультируйся, узнай эту информацию. Тебе нужна дополнительная информация от специалиста именно. Сам ты так просто вот с ровного места не разберешься, нужно много книг прочитать. Ну или идет наставление, что вы уже прочли в жизни много книг, очень многое знаете, тогда вы можете нести знания и свет людям. Хорошо, смотрим следующую карту. Что еще вам хотят сказать высшие силы? Ну, мы здесь видим все-таки тройку кубков, которая показывает, ну, вот тут она такая необычная, да, необычная. Она показывает, что девушка как будто в болоте с лягушками или в воде с лягушками, да, и вокруг одни лягушки. Ну, идет ситуация, по сути, когда человек, во-первых, гармоничен со стихией воды. Все-таки она здесь выглядит спокойной. Во-вторых, идет ситуация как бы залегания на дно, да, то есть когда человек еще пока не действует активно, а только чего-то ждет. Вот высшие силы вам советуют чего-то подождать. Сразу так быстро не рваться в бой, не действовать, а именно подождать. Собрать, так скажем, свою именно эмоциональную энергию для того, чтобы двигаться вперед. У вас как будто бы эмоций не хватает, или вы их не держите под контролем на сегодняшний день, чтобы сделать максимально. И, естественно, высшие силы сразу же намекают, что ну подожди тогда, подожди. И ты максимально сможешь добиться, если ты немножко соберешься. Так, хорошо, смотрим дальше. Что еще вам хотят сказать высшие силы? Девятка пентаклей. Шикарная карта, но опять же несколько пассивная. Высшие силы говорят, что скоро вам придут хорошие деньги. Вы не будете ни в чем нуждаться. Но при этом как бы идет период какого-то отдыха, стагнации. Хоть вы ни в чем не будете нуждаться, но и немного это делать. Поэтому, наверное, этот период вам нужен. Для чего? Для того, чтобы собрать свою энергию. Опять же, да, идет период ожидания или просто бездействия. Когда человек живет в комфорте, радуется жизни, у него, в принципе, все есть, но он собирает энергию, да? Хорошо. Главное, чтобы деньги были при этом, а деньги у вас будут, вы будете жить хорошо. Вот опять мы видим море. Море не просто так здесь выпало. Вам нужна внутренняя гармония, вам нужно погрузиться в свою жизнь сполна, ощутить, кто вы, ощутить, как течет ваша жизнь, да, и все-таки съездить к воде. Вот я в предыдущем раскладе тоже советовала съездить к воде. Стихия воды очень важна для вас. И здесь это видно по карте тройка кубков. Поэтому съездите к воде и насытитесь энергией воды, энергией моря. Ну и, естественно, эта карта просто даже показывает само по себе спокойное море. Значит, ваша жизнь будет скоро очень спокойной и стабильной. Так, ну мы здесь видим все-таки человека, который, хоть он и зеленый, но он улыбается, да? Идет ситуация, когда, возможно, вы встретите какого-то мужчину, у которого есть внутренние проблемы, есть какие-то эмоциональные проблемы, но он старается держаться, старается в жизни улыбаться и показывать себя добрым. И, естественно, этот человек будет влиять как-то на вашу судьбу, вам придется общаться, чтобы исполнить карму этой связи, да? Но вы должны этому человеку помочь вновь обрести себя, обрести внутреннюю гармонию. И также карта показывает, что вот вы нуждаетесь сегодня в спокойствии, в уравновешенности, да, и этот человек, он будет дарить вам при общении спокойствие и уравновешенность. Это важно. Хорошо, смотрим следующий оракул. Что еще вам хотят сказать высшие силы? Вот видите, опять же, мы здесь видим поле, цветущее поле.
И не просто так. Вот вам как будто бы жизнь предоставляет период, когда вы сможете развиваться, когда вы сможете обрести внутреннюю гармонию, когда вы станете цветущим человеком изнутри и успокоитесь. То есть это состояние какой-то жизненной медитации, состояние спокойствия, внутренней гармонии и счастья. Именно счастье. Вы будете ощущать настоящее человеческое счастье. Не то, что уж пассивность даже, развитие оно будет идти, просто не так, не скачкообразно, нет такой гонки какой-то куда-то, да, а именно будет период, когда вы немножечко успокоитесь и отдохнете, и в то же время, да, это будет период развития, общения, спокойного, ровного общения. Ну, такая позиция. Давайте посмотрим теперь аффирмацию для вас. Аффирмация. Моя удача всегда со мной, днем и ночью. Да, ваша удача, она всегда с вами днем и ночью, но вам нужно себе об этом повторять. Каждое утро вставайте и говорите: моя удача всегда со мной, днем и ночью. И она действительно будет с вами, она уже с вами. Просто вам нужно ее ощущать. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть каналы Live, а также канал Школа Таро Альвиен и гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!